Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конкурса. Меня зовут Калданов Руслан, учащийся 10 класса СОЖ номер 8 города Мирного. Представляю вам доклад «Задача построения с помощью циркуля и линейки средствами программ динамической геометрии как фактор повышения мотивации к обучению к математике». Руководитель проекта Дьяченко Елена Алексеевна. На уроках геометрии я познакомился с задачами на построение, но в учебнике задач было мало, и особого интереса они не вызывали. Потом, готовя дополнительный материал к уроку, мне встретилась книга 1934 года «Геометрия циркуля», в которой описано, какие геометрические задачи на построение могут быть решены с помощью линейки и циркуля. Пролистав данную литературу, я увидел, что примеров очень много, и многие из них решаются через основные задачи, которые мы изучаем в школе. Мне стало интересно, и я решил порешать задачи школьного курса из учебника Погорелова Алексея Васильевича. Порешав их, передо мной стал вопрос, можно ли эти задачи решать с помощью современных технологий. Я считаю, что эта тема актуальна для любого школьника, интересующегося задачами на построение. В связи с этим можно определить объект и предмет данной работы. Объект исследования. Задача построения. Предмет исследования. Решение задач построения с помощью современных компьютерных программ. Исходя из вышесказанного, я поставил следующие задачи и цель. Цель на примере ряда задач показать, что при решении задач построения можно использовать не циркуль и линейку, а выполнять построение в программе динамической геометрии. Задача. Изучить литературу по теме работы, решить основные задачи построения в школьном курсе геометрии из учебника Погорелова с помощью циркуля и линейки. Изучить некоторые программы динамической геометрии. Выполнить построение решенных задач в программной среде. Развить познавательный интерес у учащихся 7 классов, мотивировать их на изучение этой темы в более широком объеме во внеурочное время. В моей работе я изучу интерфейс и принцип работы следующих программ динамической геометрии: GeoGebra, математический конструктор и живая геометрия. Под программой динамической геометрии будем понимать программу, позволяющую создавать динамические компьютерные чертежи и модели, исходные данные которых можно изменять, не влияя на весь алгоритм построения, а также просматривать их и работать с ними. Провел сравнительный анализ каждой из этих сред, выделил их плюсы и минусы. В ходе изучения данных программ мною выявлено, что наиболее удобной для работы является программа GeoGebra, с помощью которой я решал задачи на построение. Перед вами представлены этапы построения задачи номер 22. Мною вместе с учителем был проведен эксперимент. В эксперименте участвовали учащиеся 7 классов. Цель эксперимента – применяя на уроках математики материалы исследовательской работы, повысить уровень познавательной деятельности учащихся, мотивировать их на изучение этой темы в более широком объеме во внеурочное время. Мы разбили классы на две группы. Первая группа – 7А общеобразовательный, 7В коррекционный. В этих классах мы проводили уроки традиционно, объясняя детям про задачи построения с помощью циркуля и линейки, не используя презентации и программ динамической геометрии. Оказалось, очень сложно удержать внимание, сложно заинтересовать. Это сказалось и на результатах практической работы, которая проводилась. Вторая группа, 7Б общеобразовательный и 7Г коррекционный. В этих классах мы проводили уроки с использованием презентаций, рассказывали о программах динамической геометрии, показывали построение задач в программе GeoGebra. Ребята с интересом слушали, задавали много вопросов, результаты выполнения им практической работы удивили. Из таблицы видно, что учащимся интересно заниматься таким видом деятельности, и мы вместе с учителем математики создали кружок и составили программу работы кружка по данной теме. На экране представлен фотоотчет проведенных занятий. Анализ ответов учащихся показал, что 55% школьников считают, что знают предмет, 45% придерживаются среднего мнения между «да» и «нет». На вопрос, думаешь ли, что должен учить этот предмет, перед изучением разработанного курса 66% учащихся ответили положительно, 11% отрицательно, но после окончания занятия заметно изменились результаты. 77% учащихся ответили «да», и всего 33% остались придерживаться ответу скорее «да», чем «нет». Результаты следующего вопроса. Проявляешь ли творчество в этой области? Ярко выражено процентное повышение положительных ответов, увеличенное в 2 раза, которое составляло 22% учащихся,
а после 44. После окончания курса повысился процент учащихся, которые считают, что успевают выполнить все задания на уроке. Заключение. В ходе проведенного исследования получены следующие основные результаты. Первое. Рассмотрены основные типы задач на построение по геометрии за курс 7-8 класса. Изучены интерфейсы программ динамической геометрии. Решены некоторые задачи с помощью программы динамической геометрии GeoGebra. Проведен эксперимент, применяя на уроках математики материалы исследовательской работы, повысить уровень познавательной деятельности учащихся, мотивировать их на изучение этой темы в более широком объеме во внеурочное время. В ходе этого эксперимента возникла необходимость по желанию детей создать кружок, где мы могли бы продолжать заинтересовывать детей и сами проводить занятия. Я согласился и совместно с учителем составил тематический план занятий, с которым вы можете ознакомиться. В конце программы и после обработки результатов беседы можно сделать вывод о том, что наблюдается повышение мотивации к обучению геометрии учащихся 7 классов. Кроме этого, материал исследовательской работы можно применять и на уроках геометрии. Однако школе для мультимедийного сопровождения обучения геометрии нужна единая универсальная программно-инструментальная среда, которая, однако, эффективно поддерживала бы как индивидуальные, так и групповые формы обучения.